Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас в этот прекрасный летний день. Посчастливилось именно Саратовской области, что члены президентского совета, Совета при президенте по национальным отношениям, один из первых регионов, где проводятся такие уроки. Сегодня мы рассмотрим множество интересных вещей, связанных с культурой народов, населяющих Российскую Федерацию. Хотел бы вам представить сопредседателя Общероссийской общественной организации Федеральная национально-культурная автономия курдов Российской Федерации, члена Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, члена Совета руководителей Федеральных национально-культурных автономий при Комитете по делам национальности Госдумы, члена Президентского совета по межнациональным отношениям Патиева Фархата Абдурахмановича. Прежде всего, хотел бы сказать, что мы не пришли просто рассказывать, и чтобы просто вы слушали. Для нас важно, и с одной стороны, передать информацию, с другой стороны, посмотреть, как вы вообще реагируете на информацию и как вы вообще рассуждаете. Это нам нужно для формирования своей какой-то отчетности, чтобы определить потенциал нашей молодежи, представителей разных национальностей в разных субъектах Российской Федерации. Сейчас я вам задам несколько вопросов. Если вы знаете ответ на него, вы просто поднимите руки. Я буду говорить о народах России. Если вы слышали что-то об этом народе, поднимайте руку. Если вы не слышали, не поднимайте руку. Повыше. Повыше. Так. Это иранский народ, народ иранской языковой группы. Так, азербайджанцы. Хорошо. Калмыки. Есть? Тут калмычка есть? Так. Историческая родина проживания курдов – это Северная Месопотамия и Анатолия, если говорить о географических территориях. Сегодня это Курдистан входит в состав 4 государств. Турция, Иран, Ирак и Сирия. Всего курдов насчитывается более 50 миллионов человек. То есть это огромный народ. Но исторически трагическая судьба курдов привела к тому, что после распада Османской империи Курдистан был поделен на 4 части. История взаимодействия России с курдами насчитывает 4 столетия. Во многом курды оказались по итогам войн между Российской империей и Османской империей, с одной стороны, Российской империей и Персидской империей. Территории, которые ранее принадлежали Османской империи и Персидской империи, оказались в составе России. То есть Россия завладела Крымом, Закавказьем, и на этих территориях, ну не в Крыму, но в Закавказье, позже были, уже после распада Российской империи, образовались государства Армения, Азербайджан, Грузия. Вот. И курды, проживавшие в Закавказье, оказались в составе Российской империи сперва, потом уже Советского Союза. Женский костюм в теплых, жарких регионах Курдистана состоит из следующих элементов. На голову надевается платок, либо фино, шапочка, расшитая монетами. Платок обычно носят женщины и обрученные девушки, фино – девочки и незамужние. На тело надевается нижнее платье, рукава которой имеют на концах длинные треугольники. Зал будет подсказывать, да. Дадим возможность. Пожалуйста, 3 человека. 3 человека. Первый вопрос. Сколько народов в России? 194. Шаг вперед. Сколько курдов в мире? 50 миллионов. Более 50 миллионов. Шаг вперед. Хорошо. Если вы видите, курдский мужчина идет по улице в синем костюме, значит он кто? Рабочий. Шаг вперед. Правильно. А если он идет в черном или белом костюме? Официально, да, он идет навстречу. Хорошо, правильно, у вас 1 шаг остался. Как называется женский головной убор? Кофе, пожалуйста, шаг вперед, не 2 шага, а 1. Не спешите. В каком костюме курдские мужчины могут ходить на свадьбу? Какого цвета? Руку поднимаем. Какой? Бежевый. И? Или? Нет? Песочный, да. Пожалуйста,
Шаг вперед. Бежевый или песочный цвет. Можно ходить на свадьбу. Многие бытовые обряды хоть и остались в летописях народа, уступив место порядкам современности, но традиционные ценности курдов бессмертны в незыблемой памяти о предках, подаривших потомкам богатейшее культурное наследие. И представьтесь, я Владислав, да. Патриотизм для меня — это любовь к родине, то есть участие в жизни государства, те же, допустим, в военных ситуациях, также участие в несении воинской повинности. Для меня патриотизм. Хорошо, спасибо. Так, то есть нужно что-то делать для Родины, для страны. Скажите, пожалуйста, кто из вас хоть раз в жизни говорил, что я никому ничего не должен? Поднимите руки. Меня зовут Илья, а причина это было просто, когда услышал, где-то это еще давно было, года 4, может 5 назад, услышал фразу, показалась она такой широкой, какой-то гордой, и вот по глупости сказал. Так, хорошо. То есть так получилось, что пришлось сказать. Так, Да. вот сзади вас человек тоже. Представьтесь и опишите свою ситуацию. Меня зовут Диана, и я так бывало говорила, когда я не хотела чего-то делать. Когда меня просили что-то сделать, я не могла или не хотела. А как вы считаете, вы правильно сделали? Ну, можно было выбрать фразу попроще, как бы. Можно было сказать что-то другое или же? Хорошо. Так. Смысл я бы сохранила. Да, хорошо. Парень вдруг влюбился в девушку. Кому он должен об этом рассказать? Сестре. Шаг вперед. Кто является самым основным советником при подборе принятия решения о том, что пара может состояться или не может состояться? Так? Да. Старейшина. Да, совет старик. Как называется церемония, когда девушка прощается с подругами? Ночь ханы, шаг вперед. Как курды оказались в составе Российской империи? Через войны Между между Османской империей. Российской империей с Османской империей, да, и с Персидской империей, да, пожалуйста. Шаг вперед. Где встречает жених невесту, когда приводит ее домой? На крыше дома вместе с кем? С лучшим другом, да, правильно, вам 1 балл за то, что вы вместе с другом они ожидают на крыше. Второстепенность и теневое положение женщины испокон веков не были свойственны курдскому социуму. Гувен служит отражением социокультурных ценностей курдов, в системе которых женщина обладает высоким статусом и равными с мужчиной свободами. По виду соединения танцоров танцы подразделяются на мизинчиковые, танцоры держат друг друга за мизинцы, ладонные, танцоры скрещивают пальцы на ладонях, поясничные, танцоры, убирая руки назад, обхватывают друг друга за поясницу так, чтобы рук не было видно. Дальше, почему это важно? В танце нужно будет, например, повернуться направо. Повернитесь все направо, и руки будут за спиной вниз. Повернитесь направо, направо. Так, направо. Направо. Согните локти. Да, да. Удобно поворачиваться? Ближе теперь друг к другу. Ближе встаньте. Ближе. Все. Теперь повернитесь, попробуйте сделать то же самое налево. Попробуйте. Получается? Не мешает, да? Не добро. Поскольку танцы правосторонние, то да, если вы неправильно соедините мизинцы, вы не сможете повернуться направо. О чем тут упоминалось? Пальцы должны быть скрещены, да? Скрещены должны быть пальцы. Так, скрестите пальцы. Вот.
уже близко. Так, правильно. Опускайте руки вниз. Да. Ближе друг к другу. Надо плотно, чтобы угол растянуть. Да. Правильно. 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 Неправильно. Теперь у вас неправильно. Желаем вам в жизни успехов, успешного завершения учебы. Пусть из вас выйдут толковые, умные, талантливые, удачливые, успешные люди, за которых мы будем горды, за которых у нас всегда будет поднята голова. Пусть все у вас в жизни складывается хорошо. Спасибо за внимание. До свидания.